Ребята, всем привет! Приехал ко мне Esquire на полное техническое обслуживание перед зимой. Вот. Залиты у него жидкостя минус 20 градусов всего лишь. Будем менять в инверторе и в радиаторе. Также будет заменена жидкость в коробке в планетарной передаче. Мы будем заливать AT Fluid VS. Будет замена масла. Вот. Также будем чистить ему систему EGR с откручиванием полностью коллектора, с заменой прокладочек. Поменяем, скорее всего, свечки, но это я еще с хозяином поговорю. Одну свечку выкрутим, посмотрим зазоры, посмотрим что и как. Ну и в принципе все. После этого как бы машина сейчас в принципе не едет. Ее как будто что-то за жопу держит. И она нормально так не едет, он говорит. В общем, я думаю, что по батарейке сделали диагностику. Батарейка у него емкость более-менее в ней имеется. Хорошая емкость, высаживается очень долго. И разбег у него, по-моему, 30, где-то примерно вот так, между элементами. Короче, батареечку пока, батарейки претензий нету. Даже контакты, в принципе, на ней чистые. Вот. Ну а так, Esquire машина прикольная. Esquire это уже лакшери сегмент Ноха и Воксика. У него уже вот присутствуют вот такие вот всякие вставочки, строчки, немножко фрагменты кожи. Здесь у него перфорировано, типа так вот все сделано, либо это чехлы, но я пока... Нет, это, по-моему, родное все. Вот. Ну а так, что еще сказать? Обычный Нох, только более-менее крутой. Немножко у него панель вот тут чуть-чуть поизмененней. Да, в принципе, все то же самое, говорю. Вот все вот один в один. Как на Нохе, как на Воксике. Тачка хорошая. Тачка, в принципе, как бы моего, можно сказать, соседа. Поэтому сделаю ее я как себе. Вот. Как себе будем делать. Вот. Ну а так, когда она обслужится, это будет совсем другая история. Я думаю, надо такие машины делать, обслуживать, любить свои автомобили, хорошие технические жидкостя заливать. Буду заливать ТСЛ минус 50. Вот, купил специально минус 50. В принципе, минус 40, минус 50. Можно все заливать, одно и то же будет. Для Якутии это нормальные антифризы. Вот. Всем привет, смотрите контент. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Продвигайте видео, потому что каждый в Якутске должен знать про гибриды. Я так думаю. Потому что гибридиков у нас очень много стало. Для каждого в семье это уже актуальная тема. Снимаем EGR. Все, сняли EGR, клапан, открутили, коллектор, все открутили. И проблема, ну как, не проблема, а вообще, короче, клапан очень сильно грязный. Вот сколько грязи в нем. Сейчас уже на отъедание поставил. Клапан был забит капитально вообще. Вот, это все грязь, которая в трубках хранится. Вот. Вот. Это все забитое по факту. Здесь тоже все, ну тут тоже вот шлаки. Вот они. Начало уже жестко забивать. Забиты вот эти трубки для циркуляции газов. Вот. Тоже замочили все сейчас отъедает. Вот эта вся грязь выходит с него. Сейчас все это будет часика 2-3 отъедаться. Пускай стоит. Потом помоем керхером. Ну и опять будем заливать заново. Вот. Трубочку вот эту тоже надо залить. Заслонка вот так выглядит. Тоже есть нагарчик. Сейчас тоже ее сюда положим. Но ее уже мы джизоксом будем запенивать. Так. Вот эта классная штука. Вот она, джизокс.
Она экономичная по факту. Я типа ей Она как... распасовку еще сделал. Да, можно, кстати. А, Можно ее даже чуть-чуть сюда залить. вот она немного очищает. Ну, вон, видишь сразу. Не, классная штука. Так. В принципе, все. Сейчас ждем, когда все отъест. Потом будем мыть все. Так вот. Такая вот идеально чистая дросселька будет. Ставится. Сейчас Макс уже втыкает EGR. Клапан уже собрали, все чистенькое. Коллектор мы отмыли тоже. Вот. Канальчики все чистенькие. Здесь тоже все чистенькое. Новую прокладочку поставил. Вот она. Уже бортик он какой имеет. Все силиконовой смазочкой помазал. Все четенько. Вот. Так вот работаем. Отмыли все керхером. Все чистенькое. Поставили коллектор. Поставили чистенькую заслоночку. Клапан чистый. Все. Сейчас будем собирать машину. Смотрим свечи на этом Esquire. В общем, зазор 45. Вот он. 45. Вот берем ТТшную свечку новую. Давай, покажи зазор. Поставь монету. Должен быть 0,40 инчей. В инчах вроде мерится, говорит. Ты аккуратно это. О. Вот. 0,40. Ну-ка я покажу. Вот. 0,40 должен быть. Свечки надо менять. И также вот смотрим. Вот кольцо. Оно уже все. Машина прошла на этих свечках 150 тысяч. Они оригинальные свечи, смотри. Заводские. Видишь, 3 точки стоит. Угу. Это значит, что они оригинальные. Да, это но не с завода. Так что 150 тысяч прошли денсовские свечи. Вот эти ТТшные свечки должны пройти на сотку. По идее, на сотке надо их менять. Вот так вот. Это по свечам. Максон снимает свечки. Чё? Вот такие свечки будем ставить. Iridium TT. Вот их не номер. Кому интересно. Ну а сейчас хоть контент будет интересней. Потому что уже снимаешь, что откручиваешь, как делаешь. Потому что я же не могу сам крутить и снимать. Да. Сейчас посмотрим. Такие печальные свечи. Просто напрочь. Вот такое топливо входит у нас в жизни. Ну они в принципе-то они не замасленные, не засаленные, Ну, да. они нормально работали. Ну, просто у них зазор и вот этот вот уже все пробивать начал потихоньку. Ну, От старости. Просто тупо от своего ресурса и все. масло она не жрет. Сразу бы было видно. Было бы, да, масло. Тут-то с тобой согласен. А тачка-то что, ну 150 с чем-то она прошла. Сколько у нее пробег? 150 или 156 у нее, что-то такое. А Esquire вообще машина классная. Я вот, блин, взял бы себе микро. Хочу Ноха, либо вот что-то такое я бы взял бы. Классная машина. Да, прежде чем свечку закручивать, пользуюсь всегда керамическим вот таким вот смазкой Валера. Ее наносишь на свечки вот сюда вот, на резьбу. И закручиваешь. И не боишься потом, что эта свечка там останется. Потому что прикипают свечи очень сильно в температуре. А эта штука, она не дает прикипеть. МП Авто вообще делает чудесную автохимию, на самом деле, прикольную. Все есть. Пользуемся всей их автохимией. Вот такая вот мастер смазка тоже. Все болты, все полностью. Мы все вот так вот смазываем обязательно. Не дай бог, где-то что-то там резьба, не по резьбе болт пойдет или что-то. Это очень большой косяк. Всё. Да, она. Пробуй. Не, ты много. Не надо ее так. Все. Нет, только на этот, как его, на
Вот на низ, вот здесь вот буквально. Чуть брызгаешь, чуть-чуть. Вот и все. Да. Маленько перестань. Все, завели двигатель, все работает, чики-пики, переноску. Убирать, наверное, надо оттуда уже. Работает ровненько вообще. Сейчас дроссель, да, дроссель откалибруется. Процесс обучения Toyota Esquire. Обучение дроссельной заслонки и смотрим показания. EGR уже встали в 1.68, а были они 3,5 были, то есть клапан был грязный. Сейчас МАФ пока не обучился, дросселька уже обучается. Была она в 15.9, сейчас она уже в 14.9 встала. Ну еще должна в 14.5 встать. Посмотрим продолжение. Антифриз с инвертора. Вот. Держим GT6-шную. Откачку получается. С бачков откачиваем. Классная штуковина вообще. Вот сколько антифриза уже выкачали. Заливаем жидкость в инвертор. Чуть больше заливаем, потому что все равно провалится. Так меняем антифриз с двигателя, все выходит. Вон, покажи. С двигателя тоже выкачиваем. Короче, работа идет. Завтра эта тачка поедет на всех свежих жидкостях. Вот заливаем ТСЛ минус 50. Да. Заменили мы масло в планетарке. Вот слили старое. Вот оно вот такой цвет. В принципе, оно уже темненькое, но в принципе нормально еще. Как будто бы, да? Ну а сколько отбежал? Мне кажется, его с завода не меняли. У меня такое ощущение. Ну, черное масло. В принципе, вот, заменили. Уже хорошо все. Вот у нас антифризы. Вот у нас масла. Сейчас тачку будем ставить на колесо. И все. Работа выполнена. Короче, по этому Esquire вообще заменили свечки. Заменили все жидкости. Антифриз, масла в коробке. Что еще мы? Ну, двигатель только не поменяли и все. Потому что там и дымится, у нас его нету. Хозяин сам купит и приедет на замену масла. Вот. В принципе, всю работу сделали. EGR почистили, дроссель. Вот такая вот сегодня работа по комплексу. Тачка будет бомба.